Эфир канала БСТ продолжают итоги недели. Добрый вечер, я Альбина Хайруллина, и вот ключевые темы выпуска. Почти 3500 выездов в день. Скорая помощь работает в авральном режиме. Бригады заезжают практически буквально попить водички и заправиться новым порцией лекарственных препаратов. Инфекционный центр разворачивают еще в 2 клиниках. Больницу в Стерлитамаке сдают к декабрю. Масочный режим теперь даже на остановках. Делайте ему замечание. 2 раза не услышал, вплоть до увольнения. Остановка по требованию. Осенние каникулы могут еще и продлить. Каждый день будем мониторить ситуацию с коллегами из Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора. Школы на санобработке, педагоги на учебе, старшеклассников будут готовить к ОГЭ и ЕГЭ. Настя, лежи, тихо, тихо. Не кричи, не кричи. Сезон охоты на детей. Стая бродячих собак снова орудуют на детских площадках. Она вот так вот упустила, вот след остался. Концлагерь для отловленных животных, куда уходят бюджетные миллионы. Я не скрываю и в открытую вам на камеру говорю, что да, есть здесь нарушения. Кто и как строит бизнес на собачьих костях. Специальный репортаж Юлии Нигматуллиной. Тушение торфяников спуском плотины. Потихоньку начинают подтапливать территорию данной рощи. Укол смерти лжекосметолога. Косуля Града с переломанными ногами. Сейчас он прыгает, скачет. Самые резонансные истории в итогах недели. Я в твою воду, знаешь, ого-го, а? Мама, папа, 4 детей и авантюра на 5 миллионов. Несмотря ни на что, и всегда держит хвост пистолетом и бодрячком. Файнур Аскаров снимает продолжение из Уфы с любовью. Семейная драма на колесах. О чем будет башкирское кино? Они все в долгах и кредитах, и конкурс – это единственная возможность как-то спасти семью и сохранить ситуацию. Ситуация хуже, чем весной. Именно так охарактеризовал ситуацию с коронавирусом глава Башкортостана. На дорогах вновь проходят облавы на водителей и пассажиров, которые не носят маски. Без них запрещено обслуживать в магазинах и в торговых центрах. Отменяются культмассовые мероприятия. Больницы заполнены под завязку. Под ковидные госпитали срочно перепрофилируют обычные медучреждения, в том числе республиканскую клиническую больницу имени Куватова. Впрочем, резервный коечный фонд может закончиться, заявил Ради Хабиров. А именно поэтому в правительстве намерены построить новый инфекционный госпиталь в Стерлитамаке, опережая сроки. Первых пациентов поставлена задача принять уже 1 декабря, а не в середине месяца, как было изначально. Тему продолжит Артур Шамсуддинов. У нас с собой маски есть. Транспорт заходим с масками. Я в автобус сажусь, обычно всегда надеваю. Общественный транспорт – одно из немногих мест, где масочный режим более-менее соблюдают. И то потому, что требуют, а не потому, что это важно для собственной безопасности. Маски люди носят где придется – в карманах или сумках, а надевают только на пороге транспортного средства. Впрочем, и остановки – тоже площадки массового скопления. Именно поэтому в Гострансе на неделе предложили обязать и здесь пользоваться средствами индивидуальной защиты. Обязательно атрибут. Я считаю, что мера... Обязательно нужно все-таки себя, немножко свое здоровье беречь. Никто, кроме нас, только от нас зависит наше здоровье. Наказывать строго вплоть до увольнения. Ради Хабиров призвал чиновников, которые не соблюдают режим в госучреждениях. Понятно, что дышать через маску целый день трудно, но может лучше так, чем потом в больнице через аппарат искусственной вентиляции легких. Давай. К слову, в больницах аврал. Медики пытаются выделять все новые койки для зараженных COVID-19. В качестве инфекционного госпиталя будет работать и часть РКБ. Ну а в 10-й Уфимской больнице по поручению главы Башкортостана уже начали создавать резервный фонд для будущих пациентов. Число вызовов скорой помощи подскочило почти на 40%. За сутки бригады выезжают порядка 3500 раз. Врачи не скрывают. В некоторых случаях пациента перенаправляют в неотложку при поликлиниках, если симптомы не угрожают жизни. Мы работаем вот буквально с колес. У нас бригады заезжают
практически буквально попить водички и заправиться новым порцией лекарственных препаратов. То есть, если скорая помощь опаздывает, то есть она задерживается в связи с тем, что большое количество вызовов. Медики работают в буквальном смысле на износ. Ради Хабиров обещал оказать господдержку. Например, выделить для них отдельный санаторий. Кроме того, глава Башкортостана дал поручение предоставить 100 служебных автомобилей из парков органов госвласти для доставки врачей к местам работы и домой. Текущий период мы проходим плохо. Очень большое количество заражений. Коллеги, я за это время столько много насмотрелся. Очень мои близкие товарищи, родные мои переболели. И каждый говорит, не надо болеть, очень-очень тяжелая болезнь. Ладно, еще живы остались эти люди, но мы же еще не знаем, какие последствия. В нынешней ситуации правительство изменило дату приема первых пациентов в новую инфекционную больницу, которую начали возводить в Стерлитамаке. Вместо 14 декабря заработать госпиталь должен уже 1 числа. Ну а сдача готового здания намечена на конец ноября. Строительство оценили в 1 миллиард 400 миллионов рублей. И это без учета затрат на оборудование. 25 ноября строители завершают объект и остаются только для того, чтобы передавать медперсоналу, значит, оборудование и так далее. Медперсонал заходит, проверяет пусконаладку, потому что пусконаладка уже к этому времени осуществлена, и, в общем-то, готовится к принятию пациентов. И 1 декабря начинаем сюда принимать пациентов. Второй специализированный инфекционный госпиталь планируется возвести быстрее, чем в Уфе. Сейчас на площадке заливается фундамент будущего здания. Ну а городские власти взяли на себя освещение подъездной дороги, а также озеленение и благоустройство. Специалисты ожидают, что новая клиника поможет разгрузить другие медучреждения. Но надолго ли? Большую надежду власти возлагают на вакцину, поставка которой начнется к концу года. Уже для массового использования. Артур Шамсудинов, Руслан Батыргареев, Айгуль Резяпова и Булат Магданов. Итоги недели. Между тем, осенние каникулы могут продлиться дольше запланированных сроков. Об этом в интервью нашему телеканалу заявил министр образования и науки Республики Айбулат Хажин. Отдых для школьников уже начался и продлится по плану 2,5 недели, до 4 ноября включительно. Все это связано с непростой эпидобстановкой. В то же время не исключается, что дата окончания каникул может быть передвинута. Каждый день будем мониторить ситуацию с коллегами из Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора. И если ситуация перейдет, скажем так, критическую линию, в этом случае, конечно же, будет рассматриваться вопрос о продлении каникул. Переход на дистанционную форму обучения школьников на данный момент не рассматривается. Учреждение доп. Образования продолжит работу в штатном режиме. За время каникул в школах проведут санобработку. Также педагоги пройдут курсы повышения квалификации и методической подготовки. Дети в каникулы без внимания не останутся. С учениками 5-8 классов будет работать Республиканский центр развития талантов и одаренных детей «Аврора». Старшеклассники же займутся онлайн-подготовкой к государственной итоговой аттестации. 9 классы ОГЭ, 10-11 классы мы будем готовить ЕГЭ. Формат себя подтвердил своей успешности в весенне-летний период, поэтому мы сейчас его пролонгировали и будем в дальнейшем в таком формате работать с нашими школьниками. В Башкирии на неделе представили новый состав правительства. Премьер-министр Андрей Назаров внес изменения, но обошлись без кардинальных перестановок. Итак, отныне вместо 10 – 9 вице-премьеров, 2 из которых получили статус первого. Должность первого заместителя премьер-министра сохранил Илшат Тажидинов, который будет курировать нацпроекты, особую экономическую зону Алга и обеспечивать работу правительства. Первым вице-премьером также назначен нынешний министр экономического развития Рустам Муратов, который будет отвечать за инвестиционную деятельность и стратегию развития республики. Остальные 7 вице-премьеров – Раиф Абдрахимов, Ирик Сагитов, Ленар Иванова, Ильшат Фазрахманов, Борис Беляев, Роман Симандуев и Азат Бадранов сохранили за собой свои кресла. Последний, кстати, расширил полномочия за счет Фанура Ягафарова, который вернулся на работу в администрацию главы республики. К тому же 3 ведомства в структуре правительства республики были преобразованы в министерство, чтобы добавить приоритетности в эти направления. Так, новое Министерство транспорта и дорожного хозяйства возглавит Алан Марзаев, Министерство торговли и услуг Алексей Гусев и Министерство строительства Рамзил Кучербаев, правда, пока с приставкой «исполняющий обязанности». Кроме того, в состав правительства вошли руководители Госкорпорации развития Наиль Габасов и Центра стратегических разработок республики Рустем Давлетов.
В целом задача нового правительства быть более эффективными, еще более эффективными, давать те результаты, которые ждут от нас наши граждане, независимо от того, что сегодня сложная обстановка и с бюджетом, и в целом из-за пандемии коронавируса. При этом мы не оставляем амбициозных задач сделать Башкортостан одним из лучших регионов Российской Федерации, как с точки зрения комфортности, так и с точки зрения экономических результатов. С точки зрения стратегического подхода, новое правительство должно сосредоточить усилия на основных драйверах роста. Это прежде всего привлечение инвестиций. Экономика должна функционировать без сбоев, отметил Ради Хабиров на первом заседании обновленного президиума правительства. Еще одна приоритетная задача – реализация национальных проектов, особенно в части повышения качества жизни людей. Иск Генпрокуратуры о национализации акций БСК по существу будет рассмотрен 30 октября. Ответчиками по делу проходят акционерное общество «Башкирская химия», а также торговый дом «Башкирская химия» и региональный фонд. Представители последней организации на суде заявили об истечении сроков исковой давности. На неделе саму содовую компанию, изначально заявленную в качестве третьей стороны, также переквалифицировали в ответчика. Предварительное заседание в арбитражном суде республики проходило в закрытом режиме, журналистов в здании не допустили. Мы были как третья сторона, нас переквалифицировали как ответчиков, чтобы потом мы не возражали, а исполняли решение, принятое судом. Именно в этом заключалось уточнение исковых требований? Да, именно в этом. Это не только мы, это Уралсиб, как номинальный держатель акций регионального фонда, это реестр, держатель акций Башкирской химии и башкирская компания переквалифицирована как в ответчиков. Третьим лицом к разбирательству было привлечено Минземимущество Башкирии. Напомню, дело БСК попало в суд после громкой истории. Жители республики встали на защиту Шихана Куштау, который садовики планировали разработать. Глава республики добился придания Шихану статуса памятника природы, а вот президент страны Владимир Путин заявил о необходимости возврата акций предприятия в госсобственность. Арбитражным судом Республики Башкортостан состоялось и рассмотрено в предварительном судебном заседании исковое заявление первого заместителя генерального прокурора. Назначено уже судебное заседание, где будут рассмотрены требования по существу на 30 октября текущего года. Трасса М5 станет шестиполосной на всей территории Башкирии. Об этом глава республики заявил в Буздякском районе на открытии обновленного 11-километрового участка. Строители расширили дорогу, на которой традиционно выстраиваются многокилометровые пробки. Там же возвели многоуровневую развязку, надземный пешеходный переход и не только. Если дороги сравнивать с кровеносными сосудами, то трассу М5 можно вполне оправданно назвать жизненно важной артерией. Она пересекает весь Башкортостан, соединяя западную и восточную части большой страны. Именно поэтому на открытии обновленного 11-километрового участка присутствовали первые лица республики. С этого момента официально начинается новый отсчет. На одной из самых загруженных автодорог за сутки порой проезжают до 50 тысяч машин. Раньше полос здесь было в 3 раза меньше, а значит дорога настолько же и уже. Вот нового участка позволит увеличить скорость движения и избавиться от заторов. Всем строителям, прежде всего, и строительным организациям огромное спасибо, потому что работа сделана быстро, качественно, и, надеюсь, она еще будет радовать наших водителей и жителей. Очень важно также, что эта дорога является таким сейчас уже комфортным связующим звеном для нескольких районов нашего Башкортостана, для буздякцев, для благоварцев. Поэтому вас тоже с этим событием поздравляю. Участок сложный. Под ним пролегают магистральные газо- и нефтепроводы, а потому строителям приходилось подолгу согласовывать перенос каждой трубы. Особую гордость у дорожников вызывает этот виадук через реку Малый Кидаш. При его устройстве учли пожелания местных жителей, которые просили предусмотреть прогон для скота, а также тоннель для пешеходов и транспорта ниже уровня трассы. Была построена объездная дорога здесь. И в течение сезона специалисты возвели это искусственное сооружение. Диаметр 8 метров, это диаметр 5 метров.
По словам главы Башкортостана, в планах сделать весь республиканский участок М5 шестиполосным. В общей сложности необходимо реконструировать еще около 70 километров. В течение следующих 10 лет, Раиль Фаридович, мы планируем всю трассу от границы до границы, значит, полностью сделать ее в первой категории и, как говорится, соответствующе безопасно и, как говорится, и для пассажиров, и для водителей, чтобы на самом деле такая была первоклассная дорога. До 2024 года запланировано сдать еще 54 километра трассы М5. Как отметил руководитель республики, главное, чтобы после реконструкции стало меньше аварий. Эмиль Тимашев, Артур Шамсудинов, Ильшат Казакулов. Новости. Буздякский район. Ну и в продолжение темы дорог главный госавтоинспектор республики Динар Гельмудинов уже призывает подготовить транспорт к зиме и сменить летнюю резину. На трассах возможно образование наледи и гололедицы. Первый снег может выпасть в центральных районах республики уже во второй половине следующей недели. По данным синоптиков, со среды ожидаются заморозки от -1 до -3 градусов. Как показывает практика, между выпадением первого снега и установлением снежного покрова проходит примерно месяц. То есть в этом году снег в Башкирии должен лечь во второй половине ноября. Почти 70 километров дорог будет отремонтировано в Уфе к концу ноября. Это абсолютный рекорд в истории столицы. Впервые реализуются капиталоемкие проекты. Улица Комсомольская и 8 марта буквально строятся заново. На глубине в несколько метров меняются коммуникации. Совершенно новый облик обретают территории отдыха в микрорайоне Южный, Советская площадь, парк Первомайский, Кашкадан, Дубки, Волна в Затоне. Город буквально захлестнуло обновлениями. О большой перезагрузке. Лилия Курбанова. Новая жизнь Советской площади буквально забила фонтаном, пока в тестовом режиме. Техническую проверку провели в присутствии главы региона. Вместе с ним обсудили и примерные размеры памятника командиру 112-й башкирской кавалерийской дивизии Герою России имени Галиши Муратову. Установили конструкцию, которая определяет пропорции будущего монумента. Эти параметры будут в техническом задании для участников конкурса на лучший проект. Склоняемся сейчас, что будет 2 натуры. То, что наблюдаем, это высота человека, сидящего на лошади. Но если он, например, будет в каком-то эмоциональном жесте, аналогично, например, памятнику Салавату Юлаеву, то есть с поднятой рукой, либо держащий знамя, шашку, то, естественно, высота резко возрастает. Не архитектурная, но тоже неординарная работа в Затонском парке. Готовые блоки пилят прямо на месте. Это нужно для сборки бордюров в форме волны. Строительство амфитеатра здесь начали в июле. Дата сдачи 15 ноября. По словам подрядчиков, сроки укладываются. Все формы волной идут. В этом сложность? Да, конечно. Здесь гранитный бордюр ГП-2, к примеру, в 4 плоскостях надо пилить, подгонять. Вид с амфитеатра на озеро. Его создают искусственно. Раньше здесь была болотистая местность. Устранили карстовый провал, забутировали его боем, железобетонным боем. Сделали глиняный замок. Нам очень нравится наш скейт-парк. Тут всегда весело. Это наше самое любимое место. Реконструкция парка «Волна» началась 3 года назад. Она проходит в 3 этапа. Сейчас завершающий. Сквер был, но в результате территорию отдыха не только благоустроили, но и увеличили почти в 2 раза. Были сделаны пешеходные дорожки, площадь на входе, спортивные площадки и детская. Кстати, в форме рыбки, ведь не зря все-таки парк «Волна». Эта тема проходит красной нитью. Вот даже скамейка в форме волны. Все остальные работы в парке будут завершены уже в этом году. Амфитеатр появился еще в одном парке Уфы, в Калининском районе. Его построили вокруг озера Тепличное. Напротив возвели сцену. Проектировщики сохранили зеленые насаждения парка, а также существующие пешеходные дорожки, сделав их шире и проложив несколько дополнительных. Удобно. Газон очень понравился. С территории грязь была, уютно стал. Бассейн, обход, сиденья, урны, все порядок, чистота. Не только для горожан, но и для их питомцев. В парке Первомайском построили специальную площадку для выгула и дрессировки собак. Люди такие собираются, которые любят собак. Собаки все дружелюбные. Более локальное благоустройство пространства под окнами жителей уфимских домов. В этом году в столице должны завершить 34 объекта. Правда, больше половины по программе «Башкирские дворики» задерживают по срокам. 20 площадок находятся на разной стадии готовности, при том, что по контракту сдать все должны были до 15 октября. Подрядчики винят
грозят пандемию и, как следствие, задержку при поставке строительных материалов. Жители ждут, а те, кто уже принял работу, как правило, довольны результатом. Здесь маленькая такая площадочка, песочница была и все, больше ничего не было. А вот так вообще все хорошо стало, интересно все. Масштабная реконструкция и на дорогах города. В этом году всего обновится почти 70 километров, примерно в 2 раза больше по сравнению с 2019-м. Улица Комсомольская и 8 марта буквально строятся заново. На участках не просто меняют асфальт, но и обновляют коммуникации под землей. Сдать объекты планируют в следующем году. Получим 57 отремонтированных участков. Из них по нас проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» 22 участка и 35 участков у нас по территориальному заказу Республики Башкортостан. Одну из главных артерий Демского района завершат до конца октября. Дорожники уверяют, при укладке нового асфальта соблюдаются все нормы ГОСТа. По асфальту выравнивающий идет от 4 до 7 сантиметров, покрытие 5 сантиметров. На техполосе, на тротуарах у нас идет двухслойное покрытие по 4 сантиметра каждый. Сложность только в том, что граждане оставляют машины, не все номера оставляют, не у всех сигнализация. К осознанности горожан призывают не только дорожники. Заслуженный архитектор республики Дмитрий Винкельман предлагает штрафовать тех, кто выделяется своим фасадом. Когда ты, житель, начинаешь распоряжаться фасадом, фасад это не твое, фасад это состояние всех горожан. Вот. Ну, на самом деле, как это довести до жителей? Грустно говорить, наверное, нужна судебная практика. Если ты, упаси Боже, выломал лоджию, поставил свое, если, упаси Боже, ты поставил мне там кондиционер, вот, будь добр, за свой счет все исправь быстренько или плати штрафы. Вот тогда отношение изменится. Начать можно с малого. Например, перестать бросать мусор, что называется, мимо урны. Даже если парки, дороги и строения обновятся на 100%, сохранять красоту нужно будет людям. Архитектурное лицо – ничто без живой души. Лилия Курбанова, Рустам Саитов, Артур Елаев, Азамат Даянов. Итоги недели. Столица растет и развивается, а вот вопрос с бездомными животными, а главное с приютом для четвероногих, так и не решается. В результате страдают и братья меньшие, и те, кому досталось от обозленных и обездоленных. От собачьей. Специальный репортаж Юлии Нигматуллиной выйдет в эфир сразу после итогов недели. Настя, лежи, тихо, тихо. Не кричи, не кричи. Сезон охоты на детей. Стаи бродячих собак снова орудуют на детских площадках. Службы отлова не справляются. Она вот так вот укусила, вот след остался. Концлагерь для животных или ад собачий. Почему в приютах, на которые бюджет выделяет десятки миллионов рублей, животные мучительно погибают? Я не скрываю и в открытую вам на камеру говорю, что да, есть здесь нарушения. Ой, мама мия, кишат. Ужас. С биркой на ухе и с опарышами в животе после стерилизации. Кто и как строит бизнес на собачьих костях. Ну почему нельзя снимать? Вот объясните. И сначала у собаки отрезали голову. Почему шокирующее живодерство остается безнаказанным, а закон об ответственном обращении с животными до сих пор не работает? Попробуем разобраться в специальном репортаже. В республике предлагают давать отпуск отцам при рождении ребенка. Такая практика существует в европейских странах. К примеру, в Италии 7 дней, во Франции 2 недели, в Финляндии вовсе почти полгода. Так в республике депутаты решили повысить рождаемость. Между тем вскрываются шокирующие факты. Женщины все чаще рожают больных и нежизнеспособных детей ради мат-капитала. Об этом на парламентских слушаниях открыто заявил министр здравоохранения республики Максим Забелин. И это при наличии показателей для прерывания беременности из-за пороков развития. При этом десятки женщин, у которых, казалось бы, все хорошо, напротив, идут на аборт. И именно таким будущим мамам нужно помочь переждать и дать неделю тишины. Репортаж Екатерины Тимиряевой. Это опасность для жизни и возможность в будущем никогда не иметь детей. У акушера Инны Ахмеровой стаж работы 24 года. Говорит, за последние 5 лет количество абортов снизилось на 60%. Цифры впечатляющие, но каждый случай – это буквально война за жизнь. Не каждая беременная осознает, что может поставить крест на материнстве в будущем. Аборт – это операция. Этим уже все сказано. В любом сроке она опасна для здоровья, она приносит вред однозначно. Эндокринологические сбои, какие-то хирургические осложнения.
По официальным данным Минздрава, ежегодно в республике в женские консультации для прерывания беременности обращаются около 4000 пациенток. В 90% случаях проводится доабортное консультирование, благодаря чему на свет рождаются около 1500 детей. Врачи считают, что главное вовремя помочь будущей маме, для которой вся ситуация – это сильный стресс. Я думаю, что это связано с тем, что некоторые женщины все-таки не совсем понимают до конца тот шаг, на который они решаются, прервав нежеланную беременность. Есть совершенно молодые пациентки, которым нужна просто поддержка. Может быть, дополнительные аргументы в пользу сохранения беременности, и они решаются, и они отказываются от этого намерения. У кого-то нет понимания юридических аспектов поддержки со семьи в связи с рождением детей, поэтому юристы и психологи очень хорошо справляются с этой ситуацией. Поэтому практически все моменты, которые связаны с доабортным консультированием, они помогают разным категориям женщин. Проблема еще и в том, что случаи прерывания беременности в коммерческих медицинских клиниках в официальную статистику не попадают. По экспертной оценке, их количество может быть сопоставимо с количеством рождений. Если провести консультацию психолога, то вообще от 30 до 50% женщин и дать неделю тишины, то есть не сразу сделать, а именно дать возможность уйти и подумать, то от 30 до 50% женщин принимают решение не делать аборт. Поэтому вот именно в абортах мы видим огромный резерв, потому что мы увидели, что та статистика, которую мы знаем, это только видимая часть айсберга. На самом деле их намного больше. Это все мы выяснили, я цифры называть не хочу, потому что это страшно даже слушать. С этого года в России впервые объявлено о выплате материнского капитала в размере 466 тысяч рублей при рождении уже первого ребенка. Кроме того, увеличена сама сумма выплаты и при втором ребенке – более 616 тысяч рублей. По решению президента России Владимира Путина эта госпрограмма продлена до конца 2026 года. В Башкортостане обсуждают и другие меры поддержки, не только материального характера. Например, уже в ЗАГСе молодоженов могут начать опрашивать о том, что им необходимо для счастья. Потому что ежегодно по России, да и в республике делают более 700 тысяч абортов. Из них только 1/5 по медицинским показаниям. То есть женщины не желают рожать. Для того, чтобы как-то заинтересовать, женщина должна, и мать будущая, и мама, она должна и иметь свой профессиональный уровень, карьерный рост. То есть это нам надо тоже рассмотреть эти вопросы. Таких, как Диана Фарахова, называют пролайферами. Они борются за сохранение жизней нерожденных малышей и работают с женщинами, у которых кризисные беременности, то есть на грани прерывания. Диана руководит общественными организациями «Матери Башкортостана» и «Балатап». Последнее в переводе с башкирского языка означает «ради ребенка». И мы работаем против абортов. То есть наша цель – предотвратить аборт у женщин, особенно на ранних стадиях до 12 недель. Это аборты без медицинских показаний. Есть психологи, которые этим занимаются, и Центр «Семья» в том числе вместе с нами работают, Центр «Семья» по всей республике. Ответственность за аборт чаще всего возлагают на женщин, хотя нередко против рождения ребенка выступают и отцы. На этот перекос также указывают и общественники. По словам специалистов, если переубедить отца, то в России будет рожден каждый 6-й незапланированный ребенок. Екатерина Тимиряева, Булат Закирьянов, Руслан Батыргареев. Итоги недели. А теперь о других событиях, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой от Руслана Батыргареева. Огонь едва не подобрался к городу. Недалеко от Баймака разгорелась сухая трава. По сообщениям регионального МЧС, к ликвидации пожара возле деревни Мамбетово помимо огнеборцев привлекли около 200 волонтеров из числа местных жителей. Тем временем в другой части Баймакского района, вблизи деревни Бахтигариево, произошло возгорание лесного массива и торфяников. Там тракторной техникой была создана минерализованная полоса по периметру пожара и разделение территории на участки. Для увлажнения почвы огнеборцы применили мотопомпы. Для окончательного тушения локальных участков тления принято решение по частичному подтоплению территории пожара за счет спуска воды с плотины вышестоящей реки Серекуль. В Башкортостане наблюдается рост инфляции, поднялись цены на лекарства и бытовую технику. Годовая инфляция в сегменте продовольственных и непродовольственных товаров ускорилась. В то же время за прошедший сентябрь индекс потребительских цен в сфере услуг сократился до 3,3%. Снизилась стоимость авиа и железнодорожных перевозок, а цены на услуги высшего образования в сентябре впервые за долгое время продемонстрировали отрицательную годовую динамику.
2 года в исправительной колонии общего режима за смерть клиентки из Уфы. В Москве состоялся суд над Юлией Качан. Следствие установило, что лжекосметолог, не имея медицинского образования и лицензии, оказала услуги уфимке Елене Бабичевой. Пациентка записалась на процедуру омоложения, но скончалась от развившегося анафилактического шока, вызванного инъекционным введением токсических доз лидокаина. 40 км в час. В Уфе на всех мостах снизили скоростной режим. Это связано с приближением холодов. Из-за перепада температур в ночное время суток возможно образование гололеда. Установка дорожных знаков позволит минимизировать риск возникновения дорожно-транспортных происшествий в условиях отрицательных температур воздуха. Ограничение будет действовать весь зимний период. Спасли, прооперировали и поставили на ноги. Супружеская пара из Уфы, приютившая в своем доме детеныша косули, хочет вернуть животное в естественную среду обитания. Именно Ихсановы помогли едва появившемуся на свет малышу, найденному в лесу с многочисленными переломами ног. В дикой природе малышу было бы не выжить. Супруги выхаживали дикое животное на протяжении 5 месяцев. И вот Града, так ее назвали приемные родители, практически готова вернуться в родную стихию. Пусть рыбка не золотая, но тоже исполняющая желания. Фермеры Бешбулякского района воплотили свою мечту по разведению форели. И если в одном хозяйстве речь идет о промышленных масштабах, то в другом делают упор на развитие туризма. При этом предприниматели друг другу не конкуренты. Пока большая часть прибыли идет на модернизацию. С подробностями Азат Садреев. Чтобы вырастить форель весом в 3 килограмма, потребуется примерно столько же лет упорного ежедневного труда. На начальном этапе этот вид бизнеса весьма затратный. Деньги нужны на покупку оборудования, создание искусственных водоемов, закупку маяков. Немалая статья расходов, сбалансированный корм для рыбы. В этом хозяйстве в день уходит до 150 килограммов. Кормим специальными форелевыми кормами, в которых содержатся все необходимые компоненты для развития форели. Это и протеин, и жир. Только специальные корма подходят для форели. С маточного поголовья в 500 форелей фермеры получают 50 тысяч икринок. Жизнь мальков начинается в этом инкубационном цехе. Специальные лотки из Германии привезли в 2016 году. Приобрели их за счет выигранного гранта на развитие бизнеса. Успех делу принесло и расположение хозяйства. Лучшего места для строительства форелевой фермы не найти. Здесь находится родниковый источник, который питает искусственные каналы. Рыба круглый год растет в чистейшей воде, температура которой составляет 6,5 градусов. В такой среде рыба приобретает особый вкус. Радужная, янтарная и сталеголовик. На разведении этих видов форели делается упор. В качестве эксперимента в этом году начали выращивать еще одну царскую рыбу – стерлядь. И если молодняк переживет зиму, популяцию увеличат. Пока же прибыль приносят основные обитатели фермы. Малька форели реализуем в Башкирии, Оренбургской области, Татарии, можно сказать, по всей России. Основной потребитель у нас, конечно, Кармановский рыбхоз. Мы с ними договора заключаем, с ними работаем. На этого червя сейчас будем ловить форель. Юрий Митрофанов стал фермером в конце 90-х, а форель вместо скота начал разводить в 2007 году. Сначала вблизи родной деревни Сидякбашево вырыл небольшой пруд, но желание осуществить детскую мечту заставило идти дальше. В детстве была тяга в воде, к рыбам. И это уже как-то пришлось по ходу реализовать в жизнь. Это было как хобби для себя только. А потом потихонечку, и это уже расширили, больше прудов вырыли. Со временем о форелевой ферме Митрофановых, а это семейный бизнес, узнали во многих регионах России. Только в этом году здесь побывали более 4000 туристов. Данный проект, он уникален, он впервые такой пилотный, назовем его, реализуется у нас. Никто не ожидал, что в текущем году будет такой большой наплыв туристов. Было дано поручение главой администрации всячески проработать и поддержать данный проект. Что мы, собственно говоря, и сделали. Подали заявку на Ростуризм на федеральную субсидию на развитие внутреннего и въездного туризма. В случае успеха финансовую помощь в размере 3 миллионов рублей Митрофановы направят на строительство гостевых домиков и русской бани. В планах также расширение предоставляемых услуг. Приобретение
Путем автомобиль «Ларгус», с которым мы можем даже привезти с аэропорта или с вокзала гостей, и также отвозить будем обратно. Также планируется приобретение снегохода. Будем организовывать прогулки, лыжи, трассы прокладывать. Вообще в этом году сколько? Ой, опять клюет, да? Попалось вроде. Попалось? Ага. Разговор с фермером вновь прерывает очередная поклевка. Спросить хотели об общем улове с начала года. Гости фермы поймали здесь почти 3 тонны форели. Небольшой вклад в эту статистику внесли и мы. Ну а главный трофей достался местному жителю. Вот эту форель, которую мы поймали на этом водоеме, вес в принципе здесь чуть больше килограмма, может быть 1,5 килограмма. Но абсолютный рекорд был поставлен на этом водоеме в минувшие выходные. Отдыхающие, которые приезжали сюда порыбачить, достали рекордную форель, может быть даже во всем Бишбулякском районе, весом свыше 5 килограммов. Форелевый бизнес круглогодичный. Здесь рады и любителям зимней рыбалки. Водоем не замерзает, так что рыбу мечты можно поймать на обычную удочку. Ну а самим Митрофановым этот вид фермерского хозяйства никогда не надоест. Говорят, что лучшая работа – это хобби, приносящее доход. Азат Садреев, Роберт Давлетбердин, Михаил Вавилов. Итоги недели. Бишбулякский район. Башкирская семья усыновила афроамериканца. В Абзалиловском районе снимают новую ленту Айнура Аскарова. Продолжение нашумевшей картины «Из Уфы с любовью». Рабочее название второй части «Семья года». Это рассказ о жизни одного из уже знакомых персонажей. Мою коллегу Айгуль Хатыпову взяли на съемочную площадку. Роль, конечно, ей не дали, но завесу тайны режиссер все же приоткрыл. О том, что ждет нас в кино, смотрите далее. Я в твою роду, знаешь, ого-го, а? Папа, мама, 4 детей и авантюра на 5 миллионов. Семья, которая находится на грани банкротства и развода, отправляется в Уфу, чтобы принять участие в конкурсе «Семья года». Многодетным родителям предстоит преодолеть 600 километров на желтом фургоне, чтобы попасть в столицу республики и доказать всем, что именно они достойны звания лучших. Наш герой Алмаз со своей семьей едет на этот конкурс, чтобы выиграть главный приз 5 миллионов. Семья у них распадается, они все в долгах, в кредитах, и конкурс – это единственная возможность как-то спасти семью и сохранить ситуацию, Алмазу остаться мужчиной. В главных ролях снимаются башкирские актеры Алмаз Амиров, Ирина Бусыгина, Валерия Протасова, Назар Мурашов и Кирилл Сысоев. Последний учится сейчас на оперного певца. Он выпускник театра-студии Константина Хабенского. На самом деле, сначала, когда я разбирал эту роль, мне казалось, что это вообще совершенно противоположный мне человек по характеру. А сейчас я понимаю то, что огромная часть меня есть в этом персонаже. Точнее, его часть во мне сидит, и поэтому Тимур у меня идет. Он любит свою семью. Он подсознательно ее любит, просто стесняется. По словам режиссера проекта Айнура Аскарова, это будет самостоятельная история. Сами актеры приоткрыли нам завесу тайны и рассказали о характерах своих героев. Это такой отец семейства, вообще довольно-таки неудачный человек, который выживает в наших современных условиях, несмотря ни на что, и всегда держит хвост пистолетом и бодрячком. То есть так и надо, по-другому никак. Единственная возможность — это поехать в Уфу, участвовать в конкурсе «Семья года», где можно реально выиграть 5 миллионов. Вот это вот решило бы все их проблемы. Бабушка в этом фильме играет Фардуна Касымова, известный педагог башкирского театра. Она воспитала свыше 500 актеров. Ей 84 года, и это вторая ее роль в кино. Кстати, сценарий был написан в рекордно короткие сроки, всего за 3 месяца. Сюрпризы для тех, кто смотрел и полюбил первую часть, наверное, в картине мы заложим. Но это будут такие милые приветы из первого фильма. Вот, на самом деле это новая совершенно история, другая тема, другие герои. В фильме семья пересекает половину Башкирии на желтом фургоне. Чтобы показать всю красоту природы, был выбран Абзалиловский район. Степи, горы и леса, что очень удобно для производства картины, замечает режиссер. Сейчас нам нужно поймать уходящую натуру, золотую осень, а потом в ноябре мы уже будем снимать в интерьерах. Поэтому будет проще, теплее, лучше. Не как сейчас, 6 градусов, прохладно. И поэтому мы в таком одеянии теплом. Но ничего, команда отлично работает, слава богу, машина, техника не подводит. И все вроде бы нормально, успеваем. Фильм снимается по заказу правительства и Министерства культуры республики. Работа над картиной будет идти 2 месяца, в октябре и ноябре. В прокат история выйдет только в первой половине следующего года. Выиграет ли главный герой 5 миллионов или нет? Нет, не скажем. Айгуль Хатыпова, Вадим Исламов и Ильдус Камалеев.
Итоги недели. Такой выдалась уходящая неделя. Прямо сейчас специальный репортаж Юлии Нигматуллиной от Собачьей. Не пропустите, будет интересно. Оставайтесь на канале БСТ.